Абай Узаков на протяжении 10 лет ищет справедливости в вопросе, связанного с Кумтөр. А справедливость, в его понимании, это когда месторождение будет работать на Кыргызстан и его развитие. 10 лет назад мы требовали от властей открытости и прозрачности с Кумтуром, но, как оказалось, канадский инвестор уже крепко держал наших продажных чиновников. Это те, кто за доллары продали будущее всего народа. Мы лишь хотели достучаться до всех, что Кумтур – это достояние народа. В результате нас облили грязью и посадили за решетку. А сейчас у нас появилась надежда, и надеемся, что наши старания будут оправданы. Кыргызстан обязан выиграть это дело, иначе и быть не может. И канадский инвестор должен в итоге выплатить ущерб в пользу государства. Эксперты напоминают о подобных случаях в мировой практике. Суд спустя 6 лет обязал одну из авторитетных нефтяных компаний в итоге выплатить компенсацию в более чем 18 миллиардов долларов за разлив нефти в Мексиканском заливе. И аналогичных примеров немало. Вот то, что мы сделали, она сейчас стала известна всему миру. И есть решение Организации Объединенных Наций, Генеральной Ассамблеи, 5 постановлений принял. Африканское государство, арабское государство раньше еще, и азиатских других государств, все вот такие коррупционные деятели, чтобы восстановили за счет тех, кто их съел, скажем так. На сегодня в обществе бурно обсуждается вопрос о том, что же будет, если суд Нью-Йорка все же наложит санкции на Кыргызстан из-за ситуации с Кумтуром, и как это может повлиять на нашу экономику. Министр экономики и финансов Акылбек Джапаров в свою очередь считает, что решение Лондонской ассоциации по Кыргыз-Алтыну было ожидаемым, и с введением санкций ситуация в экономике всегда улучшается. Все это будет иметь положительный мультипликативный эффект для Кыргызстана. Для многих это не очевидно, но с введением санкций ситуация в экономике всегда улучшается. Это произошло, например, в России и во многих других странах. Такие условия провоцируют технологическое развитие, собственное инновационное производство, способствуют построению новых экспортных связей. Мы должны развивать ювелирную отрасль. Министр экономики и финансов сообщил, что Кыргызстан прорабатывает новые каналы экспорта золота. Между тем, парламент продлил срок работы госкомиссии по Кумтуру до конца работы 6-го созыва Жогорку Кеңеша. Оно и к лучшему, отмечают специалисты. Будет время тщательнее подготовиться к предстоящей борьбе. Улан Касенов, Чингиз Жумагулов, Ала-тоо 24.